Якутск уникален. В первую очередь это, конечно же, связано с его географией. Это не только столица самого крупного региона России, но и крупнейший город, расположенный на многолетней мерзлоте. Большая часть года здесь царит зима, но перепады температур достигают 100 градусов. Еще более удивительно, что несмотря на все это, Якутск – самый быстро растущий город на Дальнем Востоке. Здесь живут около 380 тысяч человек. Ежегодно в столице региона вводится сотни тысяч метров жилья и новых социальных объектов. В условиях резко континентального климата обеспечение города соответствующей инженерной инфраструктурой является не только вопросом повышения комфортности жизни горожан, но скорее условием жизнеспособности самого города. Энергетическим сердцем столицы региона по праву считается Якутская ГРЭС. Это первая в стране электростанция, расположенная в условиях вечной мерзлоты, газотурбинные агрегаты, которые работают как на природном газе, так и на дизельном топливе. В современных реалиях очень многое в жизни человека зависит от энергоснабжения. Якутская ГРЭС исправно обеспечивает электроэнергией и теплом жизненно важные объекты – больницы, школы, транспорт и является надежной опорой для дальнейшего роста Якутска. Одна из ключевых задач, поставленных в указе о развитии Якутска до 2032 года, а также в мастер-плане города, это создание системы ливневой канализации. Сейчас разрабатывается ее схема. Уже на основе этого будет разработана технико-экономическое обоснование. Это позволит Якутску принять участие в федеральных конкурсах для привлечения финансирования на строительство ливневой канализации. Важным подспорьем для реализации этого масштабного проекта является предложенная Владимиром Путиным комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Одной из первоочередных задач новой федеральной программы обновления жилищно-коммунального хозяйства должна стать модернизация систем ливневого водоотведения в регионах России. Сейчас завершена прокладка важнейшего объекта водоотведения города – городского канализационного коллектора номер 3. Его строительство обусловлено перегруженностью двух действующих. Стоимость объекта составляет более 2 миллиардов. Канализационный коллектор с перекачивающими насосами проложен вдоль улиц Чернышевского, Автодорожная, до набережной города и далее до 203-го микрорайона. Эти коллекторы городу Якутску нужен для развития города, так как южная часть города Якутска развивается, происходит застройка. Новые дома, потребление водоснабжения появляется, соответственно, водоотведение. Плюс третий коллектор у нас будет разгружать первый коллектор, который по проспекту Ленина идет, и второй коллектор. То есть эта нагрузка вся снимется с этих двух коллекторов, переложится на третий. Сам третий коллектор будет у нас принимать сточные воды по всей улице Чернышевского до кольцевой развязки с Покровским трактом и в сторону Автодорожной. И также дойдет он до микрорайона Звездный, в данный момент, который сейчас ведется, застройка ведется. Соответственно, та часть города, Звездный, Ильинка, ДСК, вся пойдет в эту сторону по третьему коллектору. Кроме этого, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации строительства комплексов очистных сооружений в микрорайоне Кангаласы и селе Табага. Также в этом году начались подготовительные работы к проектированию магистрального водовода микрорайона Марха. Освещенность улиц, безусловно, один из важных факторов безопасности и комфорта жителей города. Это важно как для водителей, так и для пешеходов. Сегодня в Якутске быстрыми темпами ведется работа по обеспечению города уличным освещением. Только в этом году планируется установка порядка 450 новых опор и светильников. Это в несколько раз превышает объемы предыдущего года. В ближайшие же годы администрация города ставит перед собой задачу довести уровень освещенности городских улиц до 100%. В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Якутске ведется строительство нового мусорного полигона. Сегодня его строительная готовность уже составляет около 80%. Полигон сможет размещать до 132 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Он должен начать работу уже в этом году. 2 500 000 тонн. 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 2
Одной из составляющих жизнестойкости города является развитие так называемого агропояса, который обеспечивает горожан свежими овощами, молочной и мясной продукцией. Сегодня в сельскохозяйственной отрасли Якутска работает около 120 предприятий. Особенно важным в суровых климатических условиях, где большую часть года солнце скрыто за густыми облаками, является обеспечение витаминами. Сегодня центральным звеном агропояса столицы региона является круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Ежегодно здесь производится около 2300 тонн свежей продукции. В свое время, когда Арсений Сергеевич начинал реализовывать этот проект, было очень много скептиков, было очень много разговоров, что это все не получится. Однако сегодня, по результатам работы «Саюри», мы видим следующие показатели. Объем огурцов, помидоров и продукции в целом, которая была выращена в 2022 году на тепличном комплексе «Саюри», это 2200 тонн. Это составляет 23% от всего потребления жителей города Якутска. Проще говоря, каждый четвертый огурец или каждый четвертый томат, который мы потребляем, это продукция, выращенная на территории города Якутска. Благодаря реализации этого проекта мы сегодня видим, что поставщики продуктов питания, овощей, которые завозятся сюда, они уже не привозят продукцию плохого качества, потому что мы привыкли есть свежее. Мы знаем, что можно купить продукцию «Саюри», она является свежей. Еще одно из ключевых предприятий города — Якутская птицефабрика. С этого года ведется ее активная модернизация, благодаря которой открываются новые современные птицеводческие цеха. Так, если в прошлом году здесь было произведено порядка 84 миллионов яиц, то уже в этом году предприятие выходит на показатель в 91 миллион. Уже в следующем году эту планку планируется поднять до 100 миллионов, что позволит полностью покрыть потребности всего города. Дальнейшее укрепление столичного агропояса отражено в мастер-плане Якутска, который определит развитие города на ближайшие десятилетия. Это более 10 проектов, которые включают увеличение объемов производимого мяса, молока, яиц и овощей. Все эти проекты позволят создать сотни новых рабочих мест, но самое главное, что эти меры повысят продуктовую безопасность столицы региона почти в 3 раза.